Эмоции буквально на молекулярном клеточном уровне действительно влияют на те или иные органы. Ну, например, вы что-то увидели страшное, и первое, что выделяется у вас кровь, это адреналин, норадреналин. Прокручиваете там каждый день ленту Инстаграма, видите дурные новости. Доказано, что влияние, допустим, зависти на организм, оно такое же, как влияние боли. Когда этот гормон действует постоянно, то клетки перестают к нему быть чувствительными. Если это раковая клетка, да, под действием этих гормонов она легче будет распространяться. Сначала снижается память, концентрация внимания. Здоровье женщины – это главный показатель, это регулярный менструальный цикл. Могут опухоли развиваться, расти на этом эстрогене, да. Добрый день, уважаемые дамы! Сегодня мы снова в студии, с нами снова Мария. Сегодняшняя наша тема – это психосоматика. Многих интересует, насколько психосоматика вообще реально, влияет она на здоровье женщины и какие механизмы работают в этом плане. В конце видео вы узнаете про то, влияет ли как-то обливание холодной водой на уровень кортизола и насколько это важно и влиятельно на здоровье женщины. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, для нас это очень важно. Спасибо. Мария? Приветствую вас, дорогие дамы. Здравствуйте, Ильяс. Спасибо за приглашение. Спасибо за идею разобрать такую интересную тему, как психосоматика, влияние на женское здоровье. Ну, давайте разбираться. Итак, первый вопрос, Мария. Вообще, что такое психосоматика? Психосоматика с греческого, да, переводится как психо – это душа, а сома – это тело. То есть как эмоции, грубо говоря, влияют на те или иные заболевания. Это наука, то есть это не только из ряда эзотерики. Допустим, этому есть действительно хорошие научные подтверждения, объяснение, как эмоции буквально на молекулярном клеточном уровне действительно влияют на те или иные органы. И, конечно, и на женское здоровье тоже. А вообще как-то хронический стресс, получается, может влиять на здоровье? Да, конечно, это прямое влияние. Давайте немножко разберемся тогда по эмоциям, да. Такие эмоции, как гнев, ярость, агрессия – это, в принципе, эволюционно наши защитные механизмы. То есть, когда мы видим какой-то стресс-фактор, именно эти эмоции, гнев, страх, они помогают запустить каскад гормонов, которые помогают нам с этой ситуацией какой-то справиться. Ну, например, вы что-то увидели страшное, и первое, что выделяется у вас кровь, это адреналин, норадреналин. Они суживают сосуды периферические крови, да, и таким образом поднимается давление, усиливается приток крови к мозгу и к сердцу. То есть кровоснабжение жизненно важных органов, чтобы вы могли собраться в стрессовой реакции, да, чтобы сконцентрироваться и как-то действовать. После того, как, допустим, стрессовая реакция не угасает, а продолжается, то здесь включается другой гормон в работу – это кортизол. То есть мозг воспринимает, что опасность не прошла, он дает сигнал надпочечникам и выделяется кортизол. Именно этот гормон, он помогает нам справиться со стрессовой реакцией, будь то воспаление, аллергическая реакция, либо это просто действительно сильный эмоциональный стресс-фактор, но благодаря тому, что он перестраивает работу всех других гормонов в организме и клеточной реакции, человек может с этим справиться. Но такие эмоции, когда они иногда, то есть на стресс-факторы, это нормально. Но если у нас стресс фоновый и постоянный, постоянно тревога, то есть вы прокручиваете там каждый день ленту Инстаграма, видите дурные новости, и у вас все время эти эмоции испытываете, да, либо такие неестественные для человека эмоции, как обида, зависть, они запускают вот этот вот выброс кортизола постоянно. Причем на крупных исследованиях было доказано, что влияние, допустим, зависти на организм, оно такое же, как влияние боли. То есть 45 исследований этому практически посвящено. Зависть и ревность. Они вызывают вот такие вот биохимические изменения в организме, как ответ на боль. Также обида.
Она очень неестественна для человека, и в многих исследованиях по раку даже, вот рак молочной железы, например, 26 исследований подтвердили действительно сильные стрессовые события, которые вызывали, ну, не просто там обиду на человека, развод, ну, может быть, смерть близкого, потерю работы, обрушение карьеры, да, какую-то обиду на жизнь, в принципе. И эта эмоция, она тоже достаточно неестественна для человека и вызывает постоянно высокий уровень кортизола в крови. Получается, есть обида, ревность и Обида, ревность, зависть. зависть. А какие биохимические процессы протекают в организме женщины при этих эмоциях? Ну вот, допустим, кортизол, да, этот гормон, сначала он активирует иммунитет. Давайте разберемся сначала с иммунитетом, да, он активирует иммунитет, вернее, он позволяет справиться с воспалительной реакцией, он снимает отек, снимает боль, снимает вот эту бушующую реакцию на воспаление. Когда, допустим, на основе кортизола есть препараты, да, как преднизолон, они используется для лечения аллергии, чтобы подавить вот эту чрезмерную реакцию на аллерген, которая может привести к анафилактическому шоку, отеку квинки, там, допустим, да. Вот. И когда этот гормон действует постоянно, то клетки перестают к нему быть чувствительными. То есть воспаление кортизол уже не гасит, на него реакции нет. И получается, в организме постепенно развивается хроническое вялотекущее воспаление. То есть клетки реагируют на различные там воспалительные импульсы, постоянно выделяя провоспалительные ферменты, цитокины, допустим, которые поддерживают воспаление, и кортизол их не гасит. Получается вот это постоянно тлеющее вялотекущее хроническое воспаление, оно может развить любые, да, хронические заболевания от доброкачественных каких-то там до злокачественных, потому что даже борьба с раковыми клетками – это хороший иммунитет. А здесь, получается, хороший иммунитет выключается, и иммунитет уже становится как бы нечувствительный То есть, к получается, гормону иммунитет это кортизола. не только А, Б клетки, которые именно, но также это и влияние гормонального фона. Конечно, кортизол, он подавляет, во-первых, образование этих Т-киллеров. Это именно Мгм. те клетки, которые распознают чужеродный агент, будь то бактерия или опухолевая клетка. Также он гасит те белки, которые активируют эти Т-клетки. То есть, грубо говоря, Т-клетки видят агент чужеродный, но не нападают. Вот. И также кортизол перераспределяет макрофаги. Макрофаги – это клетки, которые пожирают бактерию или опухолевую клетку. Да? То есть в норме он перераспределяет их в такой путь, когда они опять же видят инфекционный агент, но не нападают. Ну, таким образом, получается, как будто иммунитет спит. Ну, то есть Мгм. он определяет, что вражеский агент есть, но нападения и уничтожения этой реакции нет. Также, да, такие вот стресс-гормоны, как адреналин и норадреналин, они перераспределяют ткань вокруг клеток тоже. Они таким образом, что, допустим, если это раковая клетка, да, под действием этих гормонов она легче будет распространяться, потому что вокруг образуется такая среда, которая этому способствует. Да. Мария, скажите, вообще на самом деле очень интересная информация. Уважаемые девушки, видите, как важно сохранять всегда спокойствие, читать поменьше новостей, не ревновать, не стрессовать и не обижаться. Мария, скажите, а как стресс влияет на мозг? Спасибо за вопрос. Кортизол также влияет и на нервные окончания, то есть на передачу импульсов между нервными клетками. При фоновом постоянном высоком уровне кортизола эти вот отростки нервные, дендриты, они перестают передавать импульсы, также и перестают образовываться новые нервные клетки. Нейропластичность страдает. И в головном мозге есть такая субстанция, микроглия,
которая отвечает за иммунитет в головном мозге, она тоже постоянно поддерживает хроническое воспаление. Сначала снижается память, концентрация внимания. Сильно страдают эти отростки в префронтальной коре мозга, которая отвечает за самоконтроль. То есть вы, может быть, и не хотите реагировать как-то на какую-то ситуацию, но со временем на фоне хронического стресса вы уже просто не можете с этим справиться, потому что отростки там разрушены, синапсы, это передача между клетками импульсов страдает, и вы и не хотели вроде бы опять на стандартную реакцию среагировать так, но контролировать это уже не можете при хроническом стрессе. Также страдает миндалина. Это участок головного мозга, который отвечает за страх. То есть кортизол активирует именно эту зону страха. Это нужно эволюционно, чтобы справиться с какой-то опасной ситуацией. Да? Но под действием постоянного кортизола эта зона она все время будет активироваться. То же самое, например, вспышки агрессии, злости, да, они со временем тоже становятся неконтролируемыми. Мы злимся, может быть, да, на родственников, что он постоянно такой вот агрессивный и вспыльчивый, но у него просто возбуждена эта миндалина, у него страдает самоконтроль, префронтальная кора. Также в Получается, зоне... им надо как-то антикортизольные эти препараты пить? Это крайняя мера, когда мы вынуждены идти к психиатру и какие-то препаратами подавлять. И это не очень хороший вариант, потому что любые гормональные, антигормональные препараты имеют побочные реакции. Лучше мы разберем в конце видео, да, как справляться с этим и без лекарств, с этим хроническим стрессом. Также зона гиппокампа страдает. Гиппокамп отвечает за память. Там также страдают на фоне из-за кортизола образование новых нервных клеток и новых нервных связей. Поэтому человек в хроническом стрессе начинает страдать забывчивостью. Сначала это какие-то мелкие детали, не помню, куда что положил, да? Потом он не может воспроизвести из памяти какие-то важные события или важные даты, важные рабочие моменты, да, то есть в целом страдает память. И нейропластичность мозга, то есть образование клеток, нервных окончаний под действием кортизола гаснет. Таким образом, мозг, он в принципе, да, его реакция отвечает за все, в том числе и за выделение этих гормонов стресса. Он сам себя, короче, То есть со съедает. временем он сам себя начинает разгонять, этот Скажите, Мария, стресс. а есть какие-то специфические женские заболевания, которые могут возникать из-за стресса? Или Эм, повышается вероятность их возникновения? Да, конечно. То есть здоровье женщины – это главный показатель, это регулярный менструальный цикл. Да? Не просто регулярный тем, что промежутки ровные, да, цикличные, там, количество дней менструальных выделений, но и это созревание фолликула, яйцеклетки, которая дает беременность. Да? То есть в норме у женщины в середине примерно цикла рост фолликула достигает своего максимума, он разрывается, выходит яйцеклетка, она может оплодотвориться. Вот уровень кортизола высокий, он гасит эту функцию тем, что повышает пролактин. Пролактин – это гормон лактации. Когда женщина кормит, у нее подавляется овуляция, чтобы она не беременела. Да, опять же, эволюционный механизм. Но пролактин на стрессе, он просто гасит овуляцию, созревание яйцеклетки. Также и адреналин, который во время стресса выделяется. Вы увидели дедлайн, в первую очередь у вас адреналин, да, выделился, что вам вовремя нужно какую-то работу отправить, сделать. Он снижает приток крови к яичникам и к матке, он снижает чувствительность яичника к гормону ФСГ. ФСГ – это гормон, который этот фолликул растит. И то есть таким образом он тоже подавляет овуляцию.
Как это на женщине сказывается, да? То есть, когда растет фолликул, увеличивается в нем количество эстрогена. Мгм. Эстроген – это все красота женщины, здоровая кожа, это либидо, это рост эндометрия в полости матки. Он наращивается, чтобы принять эмбрион. Мгм. Когда фолликул разрывается, на фоне него образуется желтое тело. Желтое тело выделяет гормон прогестерон. Он защищает организм от этого эстрогена, потому что эстроген, он все растит. Когда его тоже слишком много, либо его мало, но он постоянный, без гашения этим прогестероном, это может быть опасно. Могут опухоли развиваться, расти Мгм. на этом эстрогене, да, может неконтролируемо расти эндометрий в полости Эндометриоз. матки. Эндометриоз тоже этим поддерживается, да. Гиперплазия эндометрия может развиться, то есть это чрезмерный рост эндометрия в полости матки. И вот в норме этот прогестерон от этого защищает. Он меняет структуру эндометрия, и он становится таким, что он может принять к себе эмбрион. Но Мгм. если этого не произошло, уровень гормонов в конце менструального цикла падает, и полностью этот наросший эндометрий, он уходит. Вот если нет овуляции, то есть не сменяется вот эта цикличность фазы гормонов, то есть и эстрогена не хватает Мгм. женщине, чтобы полноценно этот эндометрий нарастить, чтобы либидо у нее было, то есть женщина в стрессе, как бы интимной связи ей, в Не принципе, склонна. и не хочется, да. И также прогестерон не замещается в должном количестве, чтобы защитить Тело весь от организм новообразований. от этого эстрогена. То есть эстрогена фоново мало, но он действует постоянно, а от прогестерона недостаточно, чтобы защитить, да, женщину. Ну и на этом фоне первое – это гиперплазия эндометрия, что может возникнуть, да, рост каких-то новообразований типа полипов, миом, поддержание там, роста эндометриоза, если он возник и есть, да, и это молочная железа в первую очередь страдает, там мастопатия, фибромы, все, что с этим связано, да. В целом женщина, она быстрее стареет на этом фоне, кожа, волосы, все поддерживается эстрогеном. Мы это подробно на менопаузе, да, разбирали, как эстроген действует на коллаген, на кожу, на волосы, ногти. То есть в целом женщина быстрее стареет на фоне этого постоянного хронического стресса. И да, есть такие научные факты, что, допустим, вот этот уровень кортизола, он поддерживает, даже не то, что поддерживает, а способствует образованию миом в мышечном слое матки, да. Есть такие участки, микро-РНК называются. Они запускают, допустим, действие каких-то определенных генов, которые отвечают за рост клеток, прорастание их сосудами и гасят, допустим, те гены, которые запускают гибель клетки, если она неконтролируемо делится. Мгм. Так вот, кортизол, вот эти микро-РНК так активируют, что они поддерживают рост вот этих миоматозных узлов в мышечном слое матки. Они прорастают сосудами, нет вот этого барьера, чтобы клетка самоуничтожилась, и постоянно поддерживают рост этих миоматозных узлов. То есть это действительно научный подтвержденный факт, как кортизол действует на миому матки. Ам, Также научные факты о том, как кортизол, уровень стресса влияет на невынашивание беременности. То есть 40% женщин на фоне стресса может возникать выкидыш у 40% женщин. Да. Крупное исследование. То есть кортизол, он снижает чувствительность матки, эндометрия к прогестерону, к хорионическому гонадотропину, а это способствует тому, что эмбрион и плацента правильно формируются, хорошо кровоснабжаются, что матка не отторгает эмбрион, то есть гипертонус матки, образование гематом, все может возникнуть на фоне стресса. И это научно доказанный факт, да. Поэтому во время беременности очень важно отключаться от новостей, убирать тревогу всю, смотреть только то, что вызывает Позитивное. положительные эмоции, общаться, да, если вы не можете там, ну, говорят же люди, события, зеркало наше
да, как бы зеркалит все, что есть у нас внутри. Но не все люди это могут понять и как-то переработать эти события, да, так что имейте такую как бы привилегию просто тогда не общаться с теми людьми, которые вызывают у вас плохие эмоции. Ну, хотя бы так, ну, по крайней мере, во время беременности это абсолютно должно быть за правило, да. Эм, Мария, скажите, а есть какие-то конкретные чувства и мысли у женщины, которые могут влиять на женское здоровье? Или это больше эзотерика? Интересный, конечно, вопрос, но научно подтвержденных фактов этому нет, да. Мы разбираем пока только то, что Научно. доказано, да. Ну, будем давайте шире своих гипотез. Конечно, можно логически понять, да, если, кортизол влияет на рост миом, может способствовать, раковым каким-то процессам, то все эти эмоции, которые вызывают хроническое повышение кортизола, они могут там, где слабо, запустить да, любую болезнь. Но вот таких вот изученных эмоций, что именно это будет отвечать за кисту яичника, это конкретная эмоция за полип, эндометрия, другая уже приведет к раку. Вот таких, конечно, данных нет. Просто в целом мы можем пока То есть, разбирать. допустим, ревность не влияет на ВПЧ? Нет, ну, ВПЧ- это уже скорее половое поведение. Влияет, а это Да, влияет на мысли. это влияет на мысли, да, ну, может быть, на действия и приведет к ВПЧ, если, незащищенный половой акт и прочее, Мгм. да, но так. Скажите, Мария, мы сейчас много говорили про негативные эмоции, а положительные эмоции как-то могут улучшить женское здоровье? Да, конечно, могут, дофамин, окситоцин, серотонин, это все гормоны, хорошего настроения, рецепторы которым также есть везде. То есть в головном мозге, в кишечнике, на иммунных клетках. И, достаточно много исследований, как тот же окситоцин, дофамин, снижают уровень кортизола. Когда они, допустим, выделяются, окситоцин- это гормон заботы. Если вам плохо, но вам близкий человек налил чашку горячего чая, приобнял, да, все, уровень окситоцина повышается. Мама кормящая, у нее окситоцин постоянно повышается. Это ее защищает от разрушительного действия кортизола, Защита да. психики, да? Защита психики, да. Окситоцин способен снижать кортизол, он влияет на иммунные клетки, он, помогает гасить вот эту чрезмерную воспалительную реакцию, перераспределять даже, иммунные клетки в зону, где, нужно работать, допустим. Не просто фоновое воспаление, да, именно там, где, да, чувствительность, повышает иммунных клеток. Дофамин тоже, да, если вы делаете какое-то действие, оно вам приносит удовольствие, выделяется дофамин, дофаминовые рецепторы, они конкретно даже на макрофаге действуют так, что они начинают захватывать чужеродные агенты, то есть активируют это. То есть, получается, позитивные люди, они меньше болеют? Ну, можно так сказать. Опять же, научно подтвержденных, таких фактов нет. Ни по стрессу, ни по положительным эмоциям, да, что там оптимисты меньше болеют. Но на лабораторных, исследованиях in vivo, то есть в пробирке, да, все эти гормоны, активируют иммунную систему, подавляют действие кортизола негативное. И, конечно, логически можно прийти к тому, что положительные эмоции, конечно, будут способствовать иммунитету, будут защищать нас от различных заболеваний. То есть, теоретически радость может вылечить? Может вылечить, конечно. Мгм. А вот скажите, Мария, самый интересный вопрос. Спорт, обливание холодной водой, такое популярное сейчас, оно как-то может повлиять на уровень кортизола? Немножко расскажите про вот этот самый главный вопрос. Да, спорт, имеет, работа мышц, прямое влияние на снижение стресса, так как, допустим, давайте разберем первый механизм. Вот, серотонин- гормон радости, да, он образуется из триптофана, аминокислоты незаменимой. Вот, при стрессе под действием кортизола этот триптофан не в серотонин образуется, а в кинуренин.
Это такое вещество, которое может пойти по двум путям: превратиться в хинолиновую кислоту, которая токсична для мозга, либо в кинуриновую кислоту, которая нейтральна для мозга. И так вот, под действием стресса, то есть серотонин не вырабатывается, но при мышечной работе выделяется в мышцах много кинуринин от вещества, которое разрушает этот кинуринин. То есть он его перераспределяет не в плохой, а в хороший. То есть это прямая работа мышц. Если вы постоянно тренируетесь, это будет способствовать тому, что вы защищаете свой мозг от действия вот этой нехорошей хинолиновой кислоты, которая будет отравлять ваш мозг, да, и способствовать тому, чтобы у вас вырабатывался серотонин. Следующее положительное как бы момент от работы мышц, выделяется такое вещество БДНФ. Оно активирует образование нервных клеток. Будто БДСМ. Да, оно способствует тому, что в головном мозге новые нервные клетки образуются, нервные клетки, нервные связи. То есть работа мышц напрямую зависит на вашу работу мозга. Память, настроение, самоконтроль и прочие вещи, которые разрушаются под действием Поэтому кортизола. спортсмены такие умные. Да, ну и действительно, даже вот все руководства по развитию детей рекомендуют не развивашки, да, маленьких детей водить, а именно лазить, бегать, прыгать туда, где есть физическая активность. И у детей на фоне мышечной работы резко начинает как бы вот это вот образование нервных клеток, нервных связей, то есть повышается нейропластичность, мозг развивается у детей, когда они двигаются. То же самое и у взрослых. Если вы хотите, у вас умственная работа, но поддерживать ее на высоком уровне, то физические нагрузки умеренные, да, силовые, которые будут заставлять мышцы работать, помогут вам Ночью лучше. грузчиком, днем программистом. Ночью надо спать, потому что самое главное, сон, он также нормализует уровень кортизола. Если вы ночью не спите, то у вас кортизол ночью остается высокий. Утром он будет меньше, чем нужно, вы будете вялым, и в то же время он у вас будет фоново постоянно повышен и влиять и на мозг, и на все системы и органы, да. Также мышцы еще, да. В мышцах выделяются такое вещество, как миокины. Это противовоспалительные вещества. То есть, в принципе, у спортсменов лучший иммунитет, потому что сами мышцы дают те как Вот бы я замечаю. субстраты, которые помогают бороться с Моя инфекциями, дочка да. сейчас болеет реже, чем я, хотя ей 5 лет. Ну да, но она еще и молодая, к тому же, она моложе вас Значительно. значительно, да. Скажите, а вот обливание холодной водой, контрастный душ так называемый. Ну вот по обливанию холодной водой таких надежных научных данных нет. Небольшие наблюдения, ну как бы, поэтому заключить, сказать, что вот такое количество времени так часто и всем нужно обливаться, мы не можем. Но, допустим, на небольших наблюдениях, да, именно короткие обливания, они способствовали мобилизации иммунной системы. Это еще и как тренировка, небольшой выброс стрессовых гормонов помогают потом лучше справляться с большим стрессом. Также активируют иммунные клетки, иммунную защиту, именно кратковременные. Но вот в тех научных как бы данных, где исследовали пловцов, моржей, вот таких людей, да, которые длительно любят в холодной воде, вот они значимо реже не болеют обычных людей. Поэтому тут именно нужна дозированность, действительно, как вы сказали, контрастный душ, да, то есть небольшие кратковременные обливания действительно могут помочь, но без фанатизма. То есть не сразу вы, если решили обливаться, то начали с холодной воды или с ныряния в прорубь сразу, да, на крещение. То есть это должно быть постепенно, начинать с прохладной воды, слегка, да, терпимой, и постепенно-постепенно вы можете дойти до холодной. Не резко, коротко, очень кратковременно и по самочувствию. Если, допустим, есть проблемы с сердцем, то нужно
сначала обсудить это с кардиологом. Можно ли вам вообще такие Мгм. холодовые воздействия, так как выделяется адреналин в это время, Мгм. когда вы обливаетесь, да, и он может резко повысить давление. Если есть проблемы с этим, то это нежелательно. Мгм. Спасибо, Мария. На самом деле очень интересную информацию вы сегодня рассказали нам и нашим уважаемым слушательницам. Поэтому хотелось бы сказать всем то, что следите за своим стрессом, меньше читайте новостей, больше отдыхайте, будьте на позитиве и, главное, подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Спасибо.